А в Таджикистане когда? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас не оставит равнодушным. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Парламент Узбекистана 23 марта принял законопроект закона о введении уголовной и административной ответственности за домашнее бытовое насилие. В рамках принятого законопроекта будут усилены меры ответственности в отношении граждан, вступивших в половую связь, принуждающих к половому контакту с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, либо применивших к нему насилие, в том числе в противоестественной форме. Законопроект также предусматривает наказание за изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних, за совершение преступлений против половой неприкосновенности и свободы лиц с инвалидностью. А тем, кто ранее уже совершал сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних, запретят преподавать, работать в сфере здравоохранения, спортивных и творческих организациях, а также заниматься работой, связанной с воспитанием детей. За все подобные преступления облегчение наказания, в том числе УДО, не предусмотрено. Этот законопроект вступит в юридическую силу после того, как его примет Законодательная палата парламента, одобрит Сенат, подпишет президент страны, и текст документа будет опубликован в официальных изданиях. В прошлом году усилить ответственность за семейно-бытовое насилие в Казахстане предложил министр внутренних дел этой страны Марат Ахмеджанов. Срок ареста было предложено увеличить до 25 суток вместо 50, а наказание в виде административного предупреждения заменить на общественные работы. Как вы относитесь к таким идеям и как вы думаете, в Таджикистане есть ли такая проблема и стоит ли ее уже решить? В отношении жертв насилия в семье в Таджикистане в 2013 году был принят лишь закон о предупреждении насилия в семье. Согласно статье 293 республики, насилие в семье наказывается штрафом в размере от 2 до 5 показателей для расчетов. Но как таковой криминализации насилия в семье в Таджикистане нет. Нет и альтернативы для наказания, направленного не на семью в целом, а на абьюзера, арест или общественные работы. Согласно закону о предупреждении насилия в семье, в качестве индивидуальных мер проводятся беседы воспитательного характера, защитное предписание, которое возможно выписать и на насилие, поиск и слежку за потерпевшей стороной, а также административное задержание. Нарушение защитного предписания предусматривает не только штраф, но и административный арест на срок от 5 до 15 суток. В случае насилия над несовершеннолетними лишение родительских прав, отмена усыновления, опеки и попечительства. Властям Таджикистана уже неоднократно от самых разных международных организаций поступали рекомендации по криминализации домашнего насилия во всех его проявлениях. Так, в 2013 году Комитет ООН против пыток призвал их не только криминализировать такие случаи, но и обеспечить возможность жертв подавать жалобы, а также чтобы виновные в совершении актов насилия преследовались в уголовном порядке и несли надлежащее наказание. Однако, согласно исследованию правоохранительной организации Human Rights Watch, за 2019 год даже в случаях крайней формы насилия сотрудники милиции зачастую навязывают супругам примирение, а родственники угрожают жертве за дачу показаний. На сегодняшний день в таджикском законодательстве ничего суровее административного ареста максимум на 15 суток нет. Еще красноречивее в ситуации с бытовым насилием в нашей стране говорит исследование Комитета по делам женщин и Международного объединения Oxfam за 2016 год. По его данным, 97% мужчин и 72% женщин считают, что женщина должна мириться с насилием ради сохранения семьи. Исследование охватывало 400 человек в 6 областях республики. Между тем, в Таджикистане действуют как приюты для тех, кто пережил насилие, так и кризисные центры. Помощь, кстати, с недавних пор оказывают еще и абьюзерам. Первый подобный центр заработал в Леваканте, Хатлонской области, чуть более 2 лет назад. За это время он показал неплохие результаты, после чего такие кабинеты решили открыть и в других регионах страны. Так, в Худжанде центр помощи абьюзерам начал свою работу в ноябре прошлого года. Пока что это лишь отдельный кабинет в одной из поликлиник города. Работают там посменно психолог и юрист. Среди посетителей люди, которые применяют физическое, психологические или другие виды насилия. Кстати, это не только мужчины, но и женщины. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, пора ли нам на законодательном уровне решить этот вопрос? Или вас устраивает все как есть? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!